Легендарный танк Т-34 в мельчайших деталях спроектирован на компьютере с помощью программы 3D-моделирования. Так старшеклассники из Верхнеаркиевской средней школы номер 4 готовятся к Олимпиаде по технологии. С завершением моделирования детали танка по отдельности распечатываются на 3D-принтере. Процесс очень увлекательный не только для детей, но и самих преподавателей. Здесь на этой программе ребята программируют трехмерный объект на примере танка Т-34. Покажи, поверти его со всех сторон. Вот он, уже сделанный на программе трехмерная модель Т-34. Потом мы эту программу, потом мы его сохраняем, сохранить как, открываем сохранить как, в формате STL. Выбираем формат STL. Это формат STL как раз для распечатки на 3D принтере. Сохранить. Потом открываем программу Полигон. Открыли программу Полигон. Вот здесь на этой программе Полигон, вот покажи слои, диапазон слоев. Первый слой покажи, первый, второй. С первого слоя начинается распечатка деталей на программе Полигон. Значит, послойно идет печать, послойная печать. Здесь у нас показано общее количество слоев, до конца покажи. 786 слоев печать идет. Каждый слой толщиной 0,25 мм. Потом мы сохраняем это на флешку. Вот здесь у нас флешка есть внизу. Запускаем процесс печати. Выбираем настройки процесса печати. И вот у нас после настройки запускаем печать. И 3D принтер начинает печатать объект, который мы задали в программе Compass 3D. И вот у нас как раз башня печатается. Мы вчера уже распечатали корпус танка Т-34. Сегодня, вот когда закончится процесс печати башни, мы их попробуем соединить вместе. Такими уверенными шагами, необходимые в рамках современных образовательных стандартов, проектная деятельность в этой школе выходит на совершенно новый уровень. И все это благодаря точке роста. Так называемые центры образования появились в этом году по всей России в рамках национального проекта образования. В Илишевском районе с сентября действуют 2 точки роста в школе номер 4, а также в средней школе села Базитамак. Еще лет 5 назад лишь воспитанники самых продвинутых городских школ могли похвастаться тем, что получают образование именно так. А сегодня технологии будущего идут в сельские школы. Центры цифрового и гуманитарного профиля оборудованы по последнему слову техники. Закуплены многофункциональные устройства, ноутбуки, 3D-принтеры, квадрокоптеры и многое другое. Утром и днем в обновленных классах проходят уроки технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности. А во второй половине дня понятие «школьный класс» приобретает новое видение. Ребята свободны в своих передвижениях, могут комфортно общаться с одноклассниками-единомышленниками и воплощать свои идеи при помощи современного учебного оборудования. А можно просто порефлексировать на мягких пуфах или же сыграть партию в шахматной гостиной. Виртуальная реальность теперь тоже стала неотъемлемой частью образования местных школьников. Надев очки, можно и в различные игры поиграть, а главное – необычным способом пополнить свой багаж знаний, говорит Алия Минибаева. Нам очень повезло, что в нашей школе открылся такой центр, как «Точка роста». Он дает много различных возможностей для развития и образования. Лично мне больше всего нравятся очки виртуальной реальности, потому что с помощью их я могу побывать в любых точках мира, путешествовать по разным континентам, посещать разные музеи, узнавать много нового и интересного. Например, вот где ты уже побывала с помощью этих очков? Например, я побывала в музее искусства, и там на каждую картину есть информация об этой картине, кто ее написал, когда эта картина была написана, о чем она. И поскольку я сдаю ЕГЭ по истории, это очень помогает в таком блоке, как культура. Программа оснащения школ оборудованием и создания подобных центров рассчитана до 2024 года. Планируется, что за это время все школы нашего района будут укомплектованы необходимой техникой, а современные технологии станут доступны каждому илишевскому школьнику. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».